Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64,21, за евро 70,67. Американскую валюту, по данным сайта banki.ru, обменять в Якутске выгоднее всего в Россельхозбанке. Курс покупки 63,70, продажи 64,20. Лучший курс обмена евро в Якутске Восточном банке, покупки 70,20, а продажи в Россельхозбанке 70,72, передает сайт Банки.ру. Медкластер на Дальнем Востоке могут организовать по аналогии с медицинским инфраструктурным проектом в Сколково. Об этом заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Ранее президент страны Владимир Путин дал поручение построить такой объект на острове Русском. Сейчас проект разрабатывается в Минвостокразвития и Минздраве. Отмечу, что медкластер в Сколково является крупнейшим медицинским инфраструктурным проектом в стране. Его уникальность в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в России, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Индивидуальные предприниматели, которые вносят фиксированные взносы в фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд за себя, станут платить больше. Подробнее в обзоре экономических событий расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, насколько серьезно будет увеличение размера? Юлия, приветствую. Данное увеличение запланировано поэтапное. Первое повышение ожидается в 2021 году. Так, например, взнос в пенсионный фонд увеличат сразу на 11%, и в 2021 году он составит 36,5 тысяч рублей, ну а к 2024 году уже 45 900. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Министерство финансов предлагает увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд. Повышение затронет фиксированные взносы, которые предприниматели платят за себя. Законопроект коснется, помимо прочего, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также лиц, занимающихся частной практикой. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Авторы инициативы сообщают, что рост ставок коснется 4,5 миллионов предпринимателей и позволит обеспечить в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования поступление в размере 974 миллиардов рублей. Финансовое ведомство при этом хочет установить тарифы сразу на 4 года. Так, взносы на пенсионное страхование в 2021 году вырастут на 11% и составят 36,5 тысяч рублей. В 2022 году 40 400 рублей. В последующие 2 года сумма взносов составит 43 тысячи и 45 тысяч рублей, 45 900 рублей соответственно. Рубль можно активнее использовать для расчетов между странами БРИКС. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров с членами делового совета БРИКС и руководством нового банка развития. В рамках своего выступления российский лидер предложил увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах, сказал президент. Российский лидер также отметил, что мера нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России полностью отвечает инвесторам российских заемщиков. В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России.
Министерство труда и социальной защиты обнародовало проект постановления правительства, который предполагает вовлечение частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Субъектам России предлагается принять участие в пилотном проекте модели финансирования системы долговременного ухода за пожилыми за счет средств медицинского страхования, сообщили в Минтруде. Причем одно из обязательных условий для попадания в отборный конкурс – присутствие лицензированной частной клиники в системе обязательного медицинского страхования. Указывается, что размер норматива ежемесячной стоимости дневного стационара, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составит 20 454 рубля. Отмечается, что в России сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, 3,5 миллиона пожилых, нуждающихся в постоянном присмотре на дому или же в спецучреждении. Ростелеком обнулил стоимость звонков с таксофонов на мобильные номера всех российских сотовых операторов. Новация действует с ноября, сообщили в компании. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов в стране. Речь идет о красных таксофонах с логотипом Россвязи. В России сейчас работает 148 тысяч таких устройств. Около 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях, станциях и аулах с населением менее 500 человек. Как отмечают в Ростелекоме, несмотря на развитие мобильной связи, таксофоны продолжают оставаться востребованными. Причем выполняют в первую очередь социальную функцию. Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах они до сих пор единственное средство связи. Значительная часть трафика с таксофонов – это звонки в экстренные оперативные службы, скорую помощь, полицию, противопожарную службу. Серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году. Конкурс на разработку этого самолета с вместимостью 9 пассажиров выиграла компания «Байкал Инжиниринг», которая входит в состав Уральского завода гражданской авиации. Согласно заключенному контракту, первый опытный образец будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году. Необходимость создания такого самолета, по мнению Минпромторга, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным ведомства, в 15 регионах авиация – это главная составляющая транспортная система, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, ну а я прощаюсь. Тебе слово. Спасибо, Иван. Проверить свой тонометр артериального давления на работоспособность в эти дни может любой желающий. Такую возможность горожанам предоставляет Якутский центр метрологии и стандартизации. Акция проходит в рамках Международного дня качества. Для чего это нужно делать, нам расскажет наш корреспондент Ульяна Шагина, которая сейчас находится на прямой связи со студией. Ульяна, приветствую, тебе слово. Добрый день, Юлия. Мы сейчас находимся в Центре стандартизации и метрологии. И сегодня здесь специалисты центра даже без перерыва на обед проводят проверку тонометров артериального давления. Напомню, акция совершенно бесплатна. Она проводится в рамках Международного дня качества. Такая акция уже проводилась в стенах этого центра в феврале этого года и произвела эдакий фурор, потому что население до сих пор приходит и несут свои приборы артериального давления, причем несут как механические, так и электронные приборы. У меня в руках как раз-таки сейчас находится электронный прибор артериального давления, который я сейчас отдам специалисту, и он ответит на главный вопрос этого дня. Есть ли погрешность у моего прибора артериального давления? Сергей, добрый день. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы сейчас будете производить проверку моего тонометра? Здравствуйте. Первым делом проверяем манжету на герметичность, затем сам блок берем, подключаем к нашему эталону, компрессор накачивает избыточное давление и сравниваем показания. Все это займет пару минут. Спасибо. Ну, а я продолжу. Скажу, что после проверки вот такой вот специалист дает вот такую вот наклейку. Здесь написано «Я точный». Меня проверили в Центре стандартизации и метрологии. Также отмечу, что такие вот приборы все-таки нужно проверять ежегодно, потому что это все-таки аппарат, и он имеет свойство ломаться. Также, как бывает обычно с такими приборами, с годами они начинают показывать совершенно неправильный результат. Ну и также отмечу, что
средний срок службы тонометра артериального давления 10 лет. Ну а рядом со мной сейчас находится начальник лаборатории Андрей Морозов. Андрей, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что еще можно принести в ваш центр для проверки, ну, кроме приборов артериального давления? Здравствуйте. Население может принести, кроме прибора артериального давления, еще счетчики различного назначения, которые устанавливаются в домах, в квартирах, такие как электросчетчики, теплосчетчики, водосчетчики. А организации сюда приносят средства измерения, которыми они пользуются, начиная от рулеток, гирь и заканчивая генераторами, частотомерами. Мы проверяем, значит, эти приборы на соответствие описанию типа. Вот. Все. Ну, действительно, очень широкий спектр работы. Ну и как раз-таки сейчас вот специалист уже закончил проверку моего тонометра, и действительно он имеет погрешность. То есть специалист уже не сможет наклеить вот такую вот наклейку. А моя задача отнести его сейчас в ремонтную службу. Также отмечу, что население все-таки любит использовать электронные тонометры, потому что они удобны в использовании. Ну а механически они, конечно же, более надежны, и их легче ремонтировать. Так что приходите в этот центр, привозите свои тонометры артериального давления и отдавайте их в руки высококлассных специалистов, которые проверят их на погрешность. Ну а я также отмечу, что правильно работающий аппарат, он все-таки сможет предупредить прединфарктное состояние вашего организма. У меня все, Юлия. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. А мы переходим к мировым новостям. Копия «Мона Лизы» уйдет с молотка в Париже. Торги пройдут 19 ноября. Эстимейт лота начинается от 70 тысяч евро. Это в 2 раза дороже, чем нынешний владелец купил работу всего 9 лет назад, рассказывает Анастасия Дмитриева. «Мона Лиза» в частной собственности. Один из удачливых поклонников творчества Леонардо да Винчи вскоре сможет приобрести копию Джоконды. Репродукция, написанная в 17 веке, выставлена на торги в Париже, сообщил в четверг аукционный дом Сотбис. По словам начальника отдела старых мастеров Бокия Коэнен, копия очень близка к оригиналу, но некоторые отличия все же есть. То, как расположены глаза и выполнена техника сфумато, которой славился Леонардо, вы не увидите никаких линий, теней, все очень плавно. Это выполнено вполне точно. Также ее руки, как вы можете видеть, и складки на рукавах. И лицо действительно хорошо написано, тогда как вот тут есть небольшая разница. Грудь более плоская, чем в оригинале, и вуаль отличается. Еще одно несовпадение, как отмечает специалист, в том, что картина нарисована на холсте, а не на доске из тополя. Она является одной из 150 репродукций, выпущенных с 16 по 19 век. Копии обычно изготавливались также известными художниками своего времени, потому что им нужно было практиковаться. Многие великие мастера на самом деле создавали репродукции, а также гравировки. Тициан, Рафаэль, Рембрандт. Они все делали копии, потому что таким образом учились. Нынешний владелец работы Вильм Дельвуа купил ее в 2010 году за 35 тысяч евро. Предполагается, что на аукционе, который состоится 19 ноября, лот уйдет с молотка по цене в 2 раза больше – от 70 до 90 тысяч евро. Впрочем, по словам искусствоведа, все, что связано с да Винчи, часто преподносит сюрпризы. Так, в 2010 году его «Спаситель мира» был продан на аукционе за беспрецедентные $450 миллионов. А еще одна копия «Моны Лизы» ушла с молотка в январе в Нью-Йорке за $1 450 000 евро, более чем в 10 раз выше оценочной стоимости. Рыбья кожа и чешуя, агар из красных водорослей и хитозан из ракообразных. Таков рецепт нового биоразлагаемого материала Marina Text, выигравшего дизайнерскую премию Джеймса Дайсона. Подробности у Артема Сторонова. Британская студентка Люси Хьюз немало времени проводит, копаясь в рыбных очистках. И для этого у нее есть весьма уважительная причина. Она сумела изготовить из требухи кое-что очень полезное. Я создала Marina Text в качестве моего дипломного проекта. Это биоразлагаемый материал, созданный из органических отходов рыбной индустрии и связывающего вещества из моря агара из красных водорослей. Так у меня получилась альтернатива пластиковой пленке.
Путем проб и ошибок Хьюз, проведя свыше сотни экспериментов на протяжении нескольких месяцев, наконец смогла вывести наилучшую формулу. Высушенные и размолотые в порошок ингредиенты смешиваются с кипятком, затем полученную жидкость заливают в противень и ставят сушиться в печь. В результате получается прозрачная пленка, которая мягче и прочнее, чем полиэтилен. При этом она полностью разлагается за 4-6 недель и не загрязняет почву. По словам Хьюз, Marinatex можно использовать прежде всего в пакетах для хлеба, а также коробках для сэндвичей и влажных салфеток. Проблема на самом деле не в пластике, а в том, как сильно мы от него зависим и как неправильно используем. Например, одноразовая посуда, которой пользуются 10-15 секунд и сразу же выбрасывают. Marinatex уже по достоинству оценили специалисты. Материал стал победителем Международной студенческой премии Джеймса Дайсона в области промышленного дизайна и инженерного проектирования. Теперь Хьюз получит грант в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. Она надеется, что эти деньги помогут ей внедрить разработку в массовое производство. Китай испытал посадочный модуль марсианской миссии. Тесты прошли успешно. Пекин рассчитывает отправить аппарат на 4-ю планету от Солнца в 2020-м, рассказывает Никита Конев. Китай в четверг завершил испытание модуля для посадки на Марс. Операция прошла на полигоне в провинции Хэбэй. Специалисты проверили, как аппарат обходит возможные препятствия и замедляется в условиях марсианской гравитации. Тесты прошли успешно. И в космическом управлении страны уверены, что проект завершится в соответствии с планом. В 2016-м Китай официально начал готовить исследовательскую беспилотную миссию на Марс. Сейчас работы на всех направлениях идут по плану. Тест спускаемого аппарата – одна из ключевых частей программы. Как и запланировано, первая миссия на Марс отправится в 2020-м. В 2003-м Китай стал 3-й страной, отправившей человека в космос на собственной ракете. И теперь стремится догнать Россию и США в этой области. КНР рассчитывает стать главной космической державой к 2030-му. Это были мировые новости. А мы возвращаемся к событиям региональным. Барак номер 3 по улице Комсомольская в Алдане, в котором проживают 5 семей, включен в очередь на переселение. Дом может рухнуть в любой момент. Сейчас там находится наша съемочная группа, и на связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй. В каких условиях живут люди? Юля, приветствую. Сегодня на улице минус 30, и в квартирах дома номер 3 по улице Комсомольской очень холодно. Тепло уходит сквозь многочисленные щели. В то же время в мороз здесь хотя бы можно дышать. Менее заметен запах плесени и гнили. Бревна давно превратились в труху, стены промерзают насквозь. Фундамент сгнил, и в части дома пол ушел глубоко вниз. В таких условиях сегодня проживают 5 семей. 3-й дом по улице Комсомольской признан аварийным. Он в списке первых на переселение, как ранее пояснял нам глава города Алдана Александр Бугай. Да, дом аварийный, он признанный аварийный, подлежащий сносу. Люди будут расселены, но будет предварительно проведена проверка, условия проживания, все точно, кто в брошенной квартире, кто проживал, кто не проживал. Однако новоселье состоится не раньше, чем следующей весной, говорит жительница дома Наталья Афанасьева. Наталья, вам предлагали маневренный жилфонд? Да, когда была комиссия, нам предлагали маневренный фонд по переулку Якутскому, но сказали, что дом в таком же состоянии, только не признан по статусу аварийным. Поэтому смысла переселяться в другие худшие условия не имеет для нас. Когда вы переедете в новостройку, вместо нынешних 2 комнат у вас будет всего 1? Да, сейчас у нас 2-комнатная квартира, но будет 1-комнатная, потому что мы от комнатности отказались и будем получать по квадратам. Квадраты сохранятся. Лидия Овчинникова с супругом также являются старожилами дома. Лидия Григорьевна, страшно здесь жить? Да, страшно, конечно, потому что и пол отходит, и потолок уже отрывается, щели. И ночью, когда спишь, везде этот треск, шум, и сыпется то ли с потолка, то ли не знаем откуда, но трещит ночью, в особенности, когда начались морозы.
На здоровье такие условия отражаются? Так а у нас вот хроническое уже заболевание носоглотка и вообще не дышит, только с лекарствами этими спасаемся. У нас и бабушка, 80 лет ей будет, тоже не знаем, как ее уберечь, чтобы не болела. Особенно жильцы опасаются обрушения балки, проходящей через коридор и ванную. Конструкция держится на честном слове. Если она упадет, задеты будут система отопления и электрощит. Юля. Спасибо, Татьяна. Я напомню, на прямой связи была Татьяна Вахнина. Жительница Нерюнгри стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности банка, в котором у потерпевшей была оформлена карта. Потерпевшая начала сомневаться и сказала, что не станет называть никаких данных. Подробности у Юрия Осипова. Юрий, почему все-таки мошенникам удалось обмануть женщину? Да, Юлия, мошенница продолжила настаивать и сказала, что соединит жертву со старшим менеджером службы безопасности банка. И разговор с ней продолжила уже другая женщина, которая стала убеждать ее, что с ее карты пытаются списать деньги. Женщина сомневалась до последнего, но потом сдалась и все-таки назвала код безопасности на оборотной стороне карты, в результате чего лишилась всех денег, которые были на ней. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Нерюнгри полицейские поймали вора, укравшего кошелек. Ранее уже судимый за аналогичное преступление 48-летний местный житель, находясь в отделении сотовой связи, увидел на стойке лежащий без присмотра кошелек. Понимая, что менеджер, сидящий за стойкой, не видит его, он решил его украсть. Чтобы менеджер ничего не заподозрил, злоумышленник снял шапку и, накрыв ею кошелек, спокойно похитил его со стойки, после чего просто ушел. Внутри он обнаружил 6500 рублей. В Якутске осужденному за убийство отказали в замене лишения свободы исправительными работами. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Так, осужденный к 7 годам мужчина обратился в Якутский городской суд с ходатайством о замене наказания. Ходатайство он мотивировал отбытием большей части назначенного судом наказания. Однако в ходе судебного заседания установлено, что осужденный за весь период отбывания наказания допускал нарушение установленного порядка, за который более 20 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе 8 взысканий им получено только в этом году. На основании характеризующих данных, свидетельствующих об отсутствии у осужденного стремления к исправлению и правопослушному поведению, суд ему отказал. В Вилюйском районе суд рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Как сообщает прокуратура региона, в апреле этого года прокуратура Вилюйского района провела проверку по информации о жестоком обращении с 4 малолетними детьми. Установлено, что родители несовершеннолетних в возрасте от 1 до 6 лет не соблюдали элементарные правила гигиены для жизни и воспитания детей, не поддерживали дома чистоту, что повлекло распространение паразитов, не обеспечивали условия для отдыха и сна детей в виде кровати и постельного белья, не мыли их, также у детей отсутствовала чистая одежда. При заболевании детей, в том числе кожными болезнями, в отсутствии ухода, родители их лечением не занимались и не обращались в больницу. Родители малолетних безразлично относились к их воспитанию и обучению, не обеспечивали посещение детьми дошкольных образовательных организаций, что повлекло социально-педагогическую запущенность, задержку психомоторного развития. Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями соединенного с жестоким обращением. Сейчас уголовное дело рассмотрел суд и назначил 31-летнему отцу детей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. 27-летнюю мать, страдающую психическим расстройством, суд освободил от уголовной ответственности, но назначил принудительное лечение. В связи с угрозой жизни и здоровью органы опеки и попечительства отобрали детей из семьи. Абсолютный хаос. В сети появилось видео беспорядков на несанкционированной ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Машины бесконтрольно проезжают через реку. В это время сотрудники ГИБДД никак не могут остановить основной поток. На требования инспектора реагируют немногие. Таксисты боятся сюда ехать из-за гаишников. Вон гаишник стоит. Народ прям на льду высаживает, и те пешком идут. При этом десятки машин просто проезжают мимо машущего сотрудника правопорядка. Исходя из кадров, на такой оживленной трассе работает лишь один экипаж, который явно не справляется с потоком машин. Стоящий на дороге сотрудник выглядит совсем беспомощным. За происходящим наблюдают раздосадованные очевидцы. Вот он, ГАИ, стоит, пофиг. Того не может, туда-сюда кидает.
Он хоть кого-нибудь останавливал, вон он. Все, никто не останавливается вообще ему. Ситуация окончательно накаляется, когда сотрудник правопорядка уже грудью бросается на проезжающую машину. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Юля, на этом у меня все новости. Я продолжу следить за событиями. Спасибо, Юра. Переходим к другим темам. Видео спасения кота, надышавшегося угарным газом при пожаре в московских казармах в Твери, набирает популярность в сети. Пользователи восхищаются поступком пожарного, который вытащил и реанимировал бездыханное животное. Посты с записью спасения набирают тысячи лайков в социальных сетях. На кадрах видно, как пожарный поливает кота водой, после чего прикладывает к мордочке кислородную маску. Через 5 минут усатый приходит в себя. Его положили отдыхать на диван, который вынесли из горящего дома жильцы. Переходим к новостям спорта. Чемпион мира в 72 года, и это не предел. Сергей Никифоров – почетный строитель республики и многократный призер соревнований по пауэрлифтингу. На днях он вернулся с чемпионата мира, который проходил в Финляндии, где завоевал очередную награду. Подробности у Сусанны Рожиной. Сергей Никифоров в юношестве занимался тяжелой атлетикой, а потом был длинный перерыв. И вновь порог спортивного зала он переступил лишь после 50 лет. Этим видом спорта я занимаюсь 50 лет и уже постоянно, вот 20 лет хожу. Уже 22 года будет. С тех пор Сергей Гаврилович регулярно занимается пауэрлифтингом. По его мнению, именно этот вид спорта наиболее подходит для людей в возрасте, чтобы держать себя в форме. Самочувствие сейчас у меня нормальное, так, ничего не болит, нормально чувствую. Когда 50 лет я перешел, где-то 65-70 начал, я лежал. Потом постепенно вот организм привыкает, конечно. Любой нагрузки привыкает, поэтому тут ничего страшного. Первый чемпионат и первая победа – это было в далеком 2004 году. Именно эта победа ему наиболее дорога. Сейчас он занимается под руководством личного тренера Петра Давыдова. Первая медаль была вот эта у меня. В 2004 году в Люксембурге, в Федерации IPF, в составе сборной я выступал там. У нас было 7 человек в составе сборной. С тех пор практически не было поражений, но сегодня Сергей Гаврилович недоволен своим личным результатом на нынешнем чемпионате мира, который проходил в Финляндии. Его принципиальный соперник – японский пауэрлифтер Иидзуми Харуки, который в мае установил новый рекорд мира в жиме лежа – 136 килограмм. А я там уменьшил, 125 я уменьшил. Потом 125 так легко пошло, нормально пошло. Поэтому я 135, второй, третий подход сделал, но не получилось. Так что начальный вес только взял. В России нет ни одного спортсмена в его возрастной группе, который мог бы составить Никифорову достойную конкуренцию. На данный момент он входит в топ-3 сильнейших пауэрлифтеров мира. Цели, главное, у меня здоровье. У меня возраст, это полностью 72 года, и рискованный возраст, поэтому я посмотрю в дальнейшем, как буду выступать. Но у меня желание было завышенно с этим японцем бороться, но не знаю, как получится. Посмотрим. Сергею Никифорову могут позавидовать даже молодые парни. В свои 72 года он в отличной физической форме и никаких проблем со здоровьем. Именно спорт в свое время помог ему преодолеть определенные проблемы со здоровьем. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. В столице региона проходят соревнования на Кубок Минспорта по мини-футболу среди молодежных команд. В этом году участие принимают 14 команд из разных улусов. В основном это молодые спортсмены в возрасте до 21 года, студенты разных учебных заведений. Для игроков-любителей это прекрасная возможность проявить себя и свою физическую подготовку. Финал состоится 17 ноября в спортивном комплексе «50 лет Победы». Мы, во-первых, не знаем, кто выйдет в финал. Команды достойные, много сильных соперников. Есть команда университета, Северо-Восточного федерального университета, команда города Якутска, Оленек,
Вилюйск, Мегино-Кангаласский улус. Много сильных команд. Ну, кто будет в финале, как бы покажет игра. А во Дворце спорта 50 лет Победы проходит первенство Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди детей с 2006 по 2009 годы рождения. Там находится наша съемочная бригада. На прямой связи со студией Саргалана Захарова. Саргалана, приветствую, ты в прямом эфире. Здравствуй, Юля. Прямо в эти минуты сейчас проходит встреча между командами из Камчатского края и якутским лидером среди детей 2008-2009 годов рождения. Начался буквально пару минут тому назад второй тайм. Первый завершился не в нашу пользу, к сожалению. Камчатский край ведет в счете 4-1. Вообще, если говорить о сегодняшнем соревновательном дне, Камчатский край себя показывает довольно так хорошо, потому что до этого на паркет выходили команды также из Камчатского края. И одним из лидеров якутского футбола это команда из Мегино-Кангаласского улуса «Манчары». Но уже 2006-2007 годов рождения ребята играли. Завершился матч со счетом 3-1. Как говорит тренер команды из Камчатского края, ребята в хорошей форме. И это даже несмотря на то, что прямо перед соревнованиями выбыли несколько ведущих игроков команды. Давайте послушаем, что он нам рассказал в своем интервью. Готовиться по мере возможности. Мы только с большого футбола ушли. Буквально там даже месяца нету, как вот перешли на зимний вид. Как бы зал, другой мяч. Вот. Готовили больше сейчас 4-5, потому что летали в Владивосток на соревнования. Ну и параллельно этих ребят тоже. Ну, в принципе, одного мальчика у нас проблемы были с документами, неправильно был куплен билет, один из лучших защитников остался, к сожалению, дома. Одного из лучших нападающих там выбили палец на ближайших соревнованиях. Небольшие потери, но в целом как бы в боевом духе самое главное. А я напомню, что здесь играют две возрастные категории. Это ребята 2006 и 2007 годов рождения, а также команды 2008 и 2009 годов рождения. Можно услышать, какая атмосфера здесь. Если вам слышно, то здесь стоит настоящий, просто очень напряженная атмосфера. Борьба идет нешуточная, и не сказать, что это детский мини-футбол. По принципу она идет в первой возрастной группе. Те, кто постарше, играют на выход из группового в полуфиналы и финалы, которые пройдут уже завтра и послезавтра. А те, кто помладше, 2008 и 2009 годов рождения, они играют каждый друг с другом, с каждой командой, и по количеству очков выведут результаты. Ну и поподробнее нам расскажет сейчас главный судья соревнований Олег Марченко. Уровень очень нравится мне, ребята прогрессируют, растут. Ну и мне кажется, чем дальше будет, тем будет веселее и интереснее смотреть игры. А так ребята с хорошим уровнем приехали. Мне кажется, и Дальний Восток проходит, и поэтому привозят команды не очень плохие. А можно ли кого-то назвать фаворитом соревнований? Ну, тяжело после первого дня, непонятно, кто у кого выиграет. Вроде были кто-то лидером, они проиграли, кто был наоборот послабее, они выиграли. Так что пока не ясно ничего. Будем ждать сегодня развязки какой-то уже. Сегодня в 2 часа пройдет официальное открытие первенства Дальневосточного федерального округа по мини-футболу. Здесь, в Дворце 50 лет Победы. Ну и я еще раз напомню, что самые яркие встречи, полуфинальные и финальные, пройдут уже завтра и послезавтра. У меня на этом все. Юлия. Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи была наш корреспондент Саргалана Захарова. Якутянка Аина Моисеева выиграла золотую медаль России по дзюдо. Продолжит мой коллега Андрей Мухоплев. Андрей, ждем от тебя подробностей. Юлия, приветствую. С первых схваток она уверенно дошла до финала. Ну а в финале она встретилась с Мариной Воробьевой из Рязани. Она же является чемпионкой первенства мира. Но золотой финал получился скоротечным. Аина сделала красивый бросок, и этим она выиграла финал. Как говорится в дзюдо, иппон. Ну, об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев.
Якутянка Аина Моисеева выиграла первенство России по дзюдо. Воспитанница училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева стала победительницей первенства страны в Красноярске. 18-летняя спортсменка, которая, как ни кстати, перешла с нового сезона из юношеской возрастной группы в юниорскую. Дебют получился потрясающим. Воспитанница тренера Дамдиндоржа Гамбадоржа в весовой категории до 48 килограммов заняла первое место из 30 участниц. В первом круге Аина выиграла спортсменку из Ямала. Во второй схватке победила дзюдоистку из Московской области. А в полуфинале наша спортсменка одолела Марию Иващук из Краснодарского края. Ну а в финале Аина боролась не с кем-нибудь, а с победительницей первенства мира Ю-17 Мариной Воробьевой из Рязани. Но золотой финал получился скоротечным. Якутянка в самом начале схватки исполнила красивый бросок, завершив ее чистой победой. Иппон. Напомню, в Красноярск съехались более 600 спортсменов из 42 регионов России. Первенство среди юниоров и юниорок проходил во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Сборная Португалии по футболу одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 6-0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 3 голами отметился нападающий Ювентуса Криштиану Роналду. Для него этот хэт-трик стал 55-м в карьере и 9-м в сборной Португалии. В его активе 98 голов в составе национальной команды. Также голы в матче с литовцами на счету Пиццы, Гонсалу Паненсия и Бернарду Силвы. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея пройдет в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Продолжаем новости отборочного турнира чемпионата Европы. Сборная Англии одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 7-0 и вышла в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли. В первом тайме забитыми мячами отметились Окслейд Чемберлен, хэт-трик у Харри Кейна и Маркуса Шеффорда. Во втором тайме у англичан отметился Теми Абрахам. Еще один мяч защитник черногорской команды Александр Шафранац отправил в собственные ворота. Сборная Англии провела свой 1000-й официальный матч в истории. На прошлом чемпионате Европы во Франции англичане вышли из группы, в которой играли сборные России, Словакии и Уэльса, но проиграли в 1/8 финала исландцам. А лучшим результатом сборной Чехии на чемпионатах Европы является выход в финал в 1996 году. Ранее в финальную часть чемпионата Европы смогли отобраться сборные России, Бельгии, Испании, Польши, Турции, Украины и Франции. Ну а сборные Турции и Франции досрочно гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу. Об этом стало известно по итогам матча между командами Турции и Исландии, который прошел в Стамбуле. Сборные Турции и Исландии сыграли в ничью со счетом 0-0. В турнирной таблице отборочной группы H сборная Турции набрала 20 очков. В активе французов 19, у исландцев 16. Командам Турции и Исландии осталось в квалификации провести по одному матчу, а в случае равенства очков с французами исландцы будут ниже в таблице по результатам личных встреч. Таким образом, сборные Турции и Франции стали недосягаемыми для команды Исландии и обеспечили себе участие в чемпионате Европы, куда попадают по 2 лучшие команды из каждой отборочной группы. Напомним, лучшим результатом сборной Турции на европейских первенствах является выход в полуфинал чемпионата 2008 года. Ну а французская сборная на предыдущем чемпионате вышла в финал, где уступила португальцам в дополнительное время. Сборная России по футболу завершила 4-дневные сборы в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова тренировались на стадионе имени Метровелли. Первое занятие в понедельник прошло при полных трибунах. Сборная России пригласила участников детских уличных команд Сочи, которые в большом количестве пришли посмотреть на своих кумиров. Футболисты не обделили детей своим вниманием. Многие игроки подходили к ним, чтобы сфотографироваться и дать автограф. 16 ноября подопечные Черчесова встретятся с командой Бельгии в Санкт-Петербурге. Этот матч почти наверняка решит, кому достанется первое место в группе I. После 8 игр сборная России занимает 2-е место, а бельгийцы лидируют в турнирной таблице. Россиянам необходимо обыграть сборную Бельгии со счетом 2-0 или с разницей в 3 мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино 19 ноября, чтобы занять 1-е место в группе.
Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации IBF россиянин Эдуард Трояновский одержал победу в первом бою после годичного перерыва в карьере. Поединок, прошедший в Санкт-Петербурге, он выиграл у чеха Йосифа Заградника решением судей и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента весовой категории до 63 килограммов. В послужном списке 39-летнего россиянина теперь 28 побед, из них 24 нокаутом и 2 поражения. Боксер владел титулом чемпиона мира по версии IBF с ноября 2015 по декабрь 2016 года. 33-летний Заградник потерпел 4-е поражение в карьере при 11 победах, из них 6 нокаутом. Это поражение стало для него 4-м в 6 последних поединках. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Томас Самельвоу подал документы на российское гражданство. Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. Финский тренер работает в российском волейболе уже 3 года. За это время он успел стать чемпионом страны с кемеровским Кузбассом. В минувшие выходные 43-летний тренер вывел мужскую сборную России на Олимпийские игры в Токио. При этом мужская сборная разгромила команды Мексики, Кубы и Ирана, не проиграв ни одного сета в 3 матчах. На этом у меня все о самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире. Смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Впереди 2 выходных дня, и для тех, кто собирается в кинотеатр, обзор премьер и новинок в кино подготовил мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Тебе слово. Да, приветствую, Юлия. Кинотеатры и театры города и республики приготовили для своих зрителей много всего интересного. На большой экран выходит спортивная драма Джеймса Мэнголда с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном в главных ролях «Форд против Феррари». Фильм расскажет о легендарном противостоянии 2 автомобильных гениев. В самых престижных автомобильных гонках в Ле-Мане нет никого, кто мог бы составить достойную конкуренцию автомобилям легендарного Энцо Феррари. Но амбициозный Генри Форд собирает команду лучших конструкторов и разработчиков автомобилей и ставит перед ними задачу догнать и обогнать Феррари. Легко закрученный сюжет, потрясающий актерский состав и невероятные скорости – все это не должно оставить зрителей равнодушными. Очередной перезапуск на большом экране легендарного американского сериала о 3 женщинах, работающих на частное детективное агентство «Ангелы Чарли». Первая попытка перенести ангелов на большой экран состоялась в 2000 году. Тогда главные роли исполнили Кэмерон Диас, Дрю Берримор и Люси Лю. Через 3 года фильм обрел сиквел, и на этом эксплуатация образа боевых девчонок закончилась. Спустя 15 лет ангелы Чарли вновь на большом экране. Теперь в образе боевых ангелочков Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Болинска. Приключения ангелов Чарли невозможно представить без драк, погонь и шквальных перестрелок. Все это ждет нас и в этот раз. Хороший лжец, психологическая драма Билли Кордона с Хелен Миррен и Иэном Маккалленом в главных ролях. Мошенник со стажем Рой Кортни наметил новую цель. Он положил глаз на недавно овдовевшую Бетти Маклиш, которая стоит миллионы, и он хочет забрать их к себе. Но по мере того, как эти двое сближаются, то, что должно было стать простейшей аферой, теперь может стоить ему жизни. Саха-академический театр имени Платона Аюнского приглашает на спектакль «Золотой гроб» в постановке Руслана Тараховского. Действие разворачивается в 30-х годах прошлого века. По сюжету семью главного героя люди обвиняют в том, что их дед после смерти обратился в злой дух. Главный герой обнаруживает, что, оказывается, его дед жив. Он нашел веками назад спрятанный золотой гроб и сдает его властям. Этим он очищает честь своего рода. А в Русском драматическом театре имени Пушкина премьера. Комедия «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни в постановке московского режиссера Дениса Малютина. В основе сюжета любовный треугольник, но не совсем классический. Англичанин Джон Смит работает таксистом и как примерный семьянин живет с женой. Ну, точнее, с 2 женами сразу. Законные супруги Смита, Мэри и Барбара, обитают на соседних улицах и вот уже 3 года не догадываются о существовании друг друга. У мужчины есть график посещения жен, который ни разу не давал сбой. Жизнь таксиста расписана до секунды, он с трудом выкраивает время даже на сон. И все бы ничего, если бы не происшествие, из-за которого таксист попадает в больницу. Этот форс-мажор путает ему все карты, ведь теперь ему предстоит определиться, кто из женщин для него истинная жена. Саха-театр приглашает на спектакль «Дагендархан» в постановке Сергея Потапова по драме «Утро Лены».
Знаменитая историческая драма Ивана Гоголева «Утро Лены» вновь на сцене Саха-театра. Дыгын – легендарный человек, мудрый вождь, который вошел в историю народа Саха как родоначальник ангалавских якутов. В новой постановке Дыгын представлен как человек, который имеет свои ценности и слабости. Человек – хозяин земли родной, который ради процветания своего народа пожертвовал всем – жизнью своих близких, родных и друзей. На сцене Государственного театра оперы и балета маленькие зрители смогут увидеть знаменитый балет Сергея Прокофьева «Золушка». Балет «Золушка» по всемирно известной сказке – один из самых любимых во всем мире. Он позволяет нам мечтать, верить в лучшие человеческие качества, в то, что добро побеждает зло. Именно эта вера и позволяет людям жить, мечтать и верить в чудеса. Мечты сбываются именно у тех, кто не боится в них верить. Ведь если бы Золушка не мечтала, фея не смогла бы ей помочь. Дирижер Евгений Шейко. В главных ролях Золушка Александра Ларева, принц Тимофей Федотов, мачеха Динара Гасамбалаева, злюка Мария Артамонова, кривляка Вера Слепцова в роли феи, Сайнара Иванова. Нерюнгринский театр «Актеры и куклы» представляет спектакль «Станционный смотритель» по повести Александра Сергеевича Пушкина. В основу спектакля легла, пожалуй, самая пронзительная повесть из цикла повестей Белкина. История разбитой жизни маленького человека, великолепную прозу Пушкина, сценическое пространство перевел талантливый режиссер Игнатий Кириллов, приехавший в Нерюнгри специально для постановки этой пьесы из Санкт-Петербурга. Главные роли исполнили артисты театра Николай Пономарев, Павел Федоровский и Екатерина Федоровская. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Юлия. Спасибо, Александр. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 28 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, облачный снег. В Ленске 31 градус ниже нуля, переменная облачность. Также небольшой снег, скорость ветра 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 28, переменная облачность и снег. Ветер 1 метр в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 28, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 24 градуса со знаком минус, ветер 1 метр в секунду, переменная облачность, небольшой снег. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.